Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях представитель спортивного клуба Red Eagles Кызыл, Ажан Кыргыз, его подопечный Чангы Караул. Здравствуйте. Ажан, первый вопрос тебе. Вот расскажи, пожалуйста, когда основан твой клуб, спортивный клуб, что он из себя представляет, да, вот подробно нашим телезрителям? Ну, наверное, он сформировался где-то года 2-3 назад. Мы когда начинали, вообще объединились в основном все бойцы и ребята, которые тренируются, выступали, пробуют себя в этом. И начали объединяться, и потом открыли как раз вот клуб Red Eagles. Вот поддержку, первую, наверное, поддержку как раз оказал мэр города Кызыла Карим Байлабой Саганол и вот заместитель палаты представителей города Кызыла Лапсан Аяс Леонидович. Они вот как раз первые деньги на оснащение нашего зала, там в количестве полторы миллиона выделили. Мы закупили оборудование, экипировку, снаряжение. И нам на бесплатной основе уже выделили спортзал в спортивном комплексе Ярыгина. И там уже начали тренироваться. Насколько я знаю, Ажан, у тебя там такая политика, что ты не берешь со своих подопечных какую-то фиксированную плату. Кто сколько может, да, там? Не, сейчас вообще практически вообще не берем. Вот я тебе честно скажу, с апреля прошлого года за все время там кто может, я говорил, 1500, 4 человека 1500 заплатили, на эти деньги мы купили гантели. Потом уже все, больше никто не платил. Но я к этому и не стремлюсь. Понятно. Ты, то есть за то, чтобы молодежь больше ходила на спорт, занималась спортом, вот за это выступаешь, да, больше? Я вообще выступаю за отдачу, душевную отдачу. Если человек туда впутывает какие-то деньги, материальную выгоду, тогда это уже не работа, это не душа, а просто бизнес. А если бизнес, то в деле воспитания детей, в деле формирования ребенка, она теряет смысл. Тогда незачем это. Все, что платно, оно уже теряет качество. Я слышал, что ты тренируешь там детей из неблагополучных семей, да, вот расскажи об этом подробно. Кто там у тебя занимается? Наверное, в нашем клубе вообще тренируются все категории детей. Это дети сироты, полусироты, трудные подростки, дети, которые состоят на учете в органах профилактики, да, есть дети участников СВО. Все категории, которые нуждаются в помощи, какой-то поддержке, какая-то психологической, физической разрядки тем детям, которым нужно девать куда-то агрессию. Вот для этого и наш клуб «Спортзал» создан, можно сказать. Ажан, пожалуйста, расскажи нам сегодня о твоем этом подопечном, который недавно очень так феерично, ярко выступил. Кто он такой, когда он у тебя занимается, что за человек вообще, да. Наверное, слово дадим ему, чтобы он сам про себя рассказал, а потом я добавлю. Да, да, Чангы, расскажи, откуда ты родом, когда начал заниматься именно спортом, что тебя к этому привело? Мен 11 жылдан тұра тірек болады деймін. Толар зана же. Хостуреш тірек болады. 13 жылдан тұра ММА деймін. Шу сайында бәжер деймін. Теперь для русскоязычной аудитории, пожалуйста, тренер, переведите. Расскажите, да. Просто Чангы — это на сегодняшний день, наверное, новое поколение бойцов тувинских. Да, есть наша старая гвардия, да, ребята всем известные наши бойцы, которые хорошо выступают в мировой, международной арене, всероссийской. Но это принципиально другой, новый уровень молодых бойцов, которые например, он не побежден, и у него сейчас профессиональный рекорд 5-0. По сравнению с нашими, уже можно говорить, старыми, да, бойцами. Уже идет без поражений.
хорошо умеет качать бой, там, не знаю, не стесняется ничего, преподносить себя. Ну, все-таки наш вид спорта, профессиональная ума, это более вопрос медийного составляющего, это все-таки шоу. И больше, наверное, ну, как раз для широких масс людей. Поэтому тут вот надо как раз себя не стесняться. А подавляющее большинство наших ребят, они немножко скромняшки. Неоднократно становился чемпионом России по ушу саньда. Там очень легендарных бойцов и дагестанских, и чеченского происхождения ребят побеждал. И становился чемпионом Европы. И после этого вот он уже решил заниматься профессиональным ММА. Вот первый, например, он уже 3 победы он в лиге СФЛ сделал, стал чемпионом там на легчайшего веса 57 килограмм. После этого 1 раз защитил пояс и после этого уже вот подписал контракт с лигой One Championship. Вот понятно, вот в данный момент, ребята, можете посмотреть на телевизор, там транслируется как раз таки вот последний бой Чангы. Вот о нем можешь рассказать, Аржан, пожалуйста, вот, сколько шла подготовка, что за парень, который вот побежденный? Поправка не последний, а крайний. Крайний бой, да. Да, это филиппинский боец Арсения Балисикана. Он представитель Мэнни Пакьяо Тим. Это такой известный наш боксер филиппинский Мэнни Пакьяо. Он в этом зале часть по своей подготовке проходил. И вот как раз вот они, тоже их там команда очень хорошо в этой лиге One Championship выступает. One Championship это одна из самых крупнейших лиг в мире. В азиатском сегменте, можно сказать, номер 1 лига. А вот в мировом, конечно, доминирует у нас UFC, потом уже вот западный промоушен, да, UFC, второй это Bellator PFL и третий вот как раз у нас One Championship. И в эту организацию вот у нас получилось как раз подписать Чангы. И вот у нас первый боец был с профессиональным рекордом 5-2. И это был дебютный бой, после которого вот у нас One Championship решили продолжить наше взаимное сотрудничество. Чангы, расскажи, вот как ты вот оцениваешь этот бой? Вот смотри, вот в данный момент тебя там секунданты готовят. Что ты чувствовал в этот момент? Вот, ты вообще своего соперника знал? Кто он такой? Что за парень вообще? Вот? Я пяти видел Роман. Я на туда берер дешник подн. Классный ответ. Столько битвы, ты вышел только битвы. Да, Жан, вот расскажи, вот, как вот Чангы тут работал, вот конкретно, что здесь больше преобладало? Бойцовский, ударник или все-таки борьба? Ну, я вот, если будете смотреть, я там через нашего земляка, тоже Саяна, онлайн по видеовызову секундировал бой. Мы там подсказывал, и вот как раз Саян выкрикивал. Ну, мое честное мнение, после боя все там радовались, поздравили, я честно матерился, потому что Чангы в этом бою раскрылся, ну, можно сказать, ну, я вообще вначале говорил 10% он раскрылся, потому что он из всего того, что там долгих 2 месяца подготовки, те заготовки, которые мы делали, он ничего не сделал. Он очень яркий, зрелищный ударник, очень красивый, очень сложные акробатические элементы, сложные технические движения делает, что, ну, с точки зрения зрелищности, наверное, в Туве нету такого бойца, как он. Показал бой, просто на автомате подрался. А то, что, например, мы планировали сделать, он не сделал. И после этого все, даже люди удивляясь, такой зрелищный бой сделал. Ну, для меня, например, с точки зрения технического составляющей. Опа, смотри, как Да. Он прогибы делает и так далее. Ну, мы, по крайней мере, вся команда, которая занималась подготовкой его боя, ждали немножко другой техники. Но все равно вот на Чангы заинтересовались. С Чангы продолжили сразу после боя, примерно, наверное, через 2 минуты мне уже написали, что они хотят еще ближайшие, спросили,
когда Чангы может еще раз подраться. Я говорю, когда хотите, он там может хоть завтра драться, хоть на следующей неделе. И они предложили уже бой на конец марта, в апреле уже, и там уже будет обсуждаться у нас подписание контракта на долгосрочной перспективы, и вот как раз его задача там дойти до легендарного бойца Димитриуса Джонсона у нас осуществится. Вот так вот правильно, как мы дизайн? Вот так, вот так. Вот какой там фирменный бой? Короче, вот, ребята, смотрите, эфир будет круто. Победе Чангы, вот выступление его, это даже не Чангы победа, это всей нашего народа тувинского победы. Очень значимую роль, поддержку оказали как раз вот наши партнеры ООО «Ресурсы» в лице вот Купцова Анатолия Владимировича. Бой Чангы будет там скоро. Он спрашивает, где? Я говорю, в Бангкоке, в Таиланде. Он спрашивает, сколько? Я ему называю сумму. Там, через 10 минут это уже сумма у нас на руках была. И он как раз вот так, когда от души поддерживает, да, там никаких вопросов там и все делают. Мы обычно там стараемся ни одну копейку там никуда-то не в сторону, только вот на дело пускать, да. И когда человек от души помогает, получается результат. Take your eye off the prize here. There you see the heavy pressure from the Russian early in the round, able to take the shots in. And that is a wrap. They called a halt to the action at the end of the second round. It was those elbows at the end of the round that busted up Arsenio Balisacan. Talk us through this, gentlemen. Just when you thought Arsenio was in the fight. Ну, все ребята, которые хотят побеждать не только в спорте, в жизни, становиться сильнее, крепче, находить для себя, там, не знаю, кто еще не нашел смысл в жизни, всех приглашаем вот в наши жесткие тренировки бойцовские. Спортивный клуб Red Eagles, который находится в борцовском зале спортивного комплекса Ярыгин. И как раз вот можете с ребятами вот такими, как Тумер Ондар, Чангы Гароу и многими другими нашими ребятами тренироваться, общаться с ними, становиться похожими на них, может даже и чем-то превзойти. Po aramat slash po neng basm on the basm po basmes po nan mada po khare isnin dai das olun mada bizim klubuse güzellik ustalar orada bu Redigiz Tetraklub de кейін просто biz. Итак, дорогие друзья, сегодня в гостях были представители спортивного клуба Red Eagles Кызыл, Ажан Кыргыз и Чангы Караул. Спасибо.